это многие ученые приводят эту историю про одного человека, который попал в долги. Долги у него было 500 динаров, золотых монет, у него долги были, он в долги попал. Время пришло выплатить долги, он не знает, что делать, идет к одному купцу, торговцу и просит у него в долг 500 динаров, чтобы вернуть долги остальным должникам. Он дает ему, он говорит: да, я тебе даю долг, ну когда ты вернешь? Вот такое-то, такое-то время я, иншаллах, тебе верну. Он дает, берет у него деньги и всем должникам возвращает. Проходит время, он не может все равно заработать, чтобы ему тоже вернуть долги. И он говорит, ему приходит: время пришло, отдай долг. Он говорит: нету, не смог, не получается, не могу вернуть. Тогда он идет, жалуется калды в суде. И судья его зовет и говорит: почему не возвращаешь долг? Он говорит: я не могу вернуть. Тогда судья выносит решение, его в тюрьму поставить. Он говорит: дай мне разрешение, говорит, один день ночью пойду с семьей, женой попрощаюсь, обратно вернусь. Судья говорит: ну сейчас, если я тебя отпущу, я откуда знаю, ты обратно вернешься или нет, может ты убежишь, кто за тебя будет поручаться? Он говорит: за меня, говорит, будет поручаться пророк, алейхиссалату. И если я клянусь Аллахом, говорит, если я завтра я не вернусь, я не из умма пророка Мухаммада, алейхиссалату. Тогда судья, он не смог сдержаться, он: давай, тогда я тебя отпускаю. Он идет домой, жене говорит: вот так, судья вынес решение поставить в тюрьму, но с одним условием: он меня отпустил попрощаться из-за того, что пророк, алейхиссалам, будет как поручителем за нас. Давай тогда из-за того, что пророк, алейхиссалам, вот так судья нас отпустил, идем, сядем, будем читать салават пророка, алейхиссалам. Они вместе с женой сели и начали читать салават, читали, и вот так уснули. И дальше этот человек что? Во сне видит кого? Пророка, алейхиссалату вассалам, видит во сне. Во сне видит пророка, алейхиссалату вассалам. Пророк, алейхиссалату вассалам, ему говорит: ты завтра утром, когда проснешься, иди к хакиму этого города, правителю этого города, и скажи, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит тебе, чтобы ты вместо меня выплатил долг. И если он скажет: откуда я знаю, что ты действительно видел пророка, алейхиссалам, скажешь, что далилом этому является, что ты каждый день, каждую ночь перед сном читаешь 1000 раз салават на пророка, алейхиссалам. И последнюю ночь ты вот в количестве этого ты засомневался и знаешь, что это количество 1000 у тебя получилось и последнюю ночь. И он утром просыпается, идет к правителю и говорит: вот так, я попал в долги, пророк, алейхиссалату вассалам, я увидел во сне, он говорит, что ты за меня выплатил долг. Откуда я знаю, что ты увидел пророка, алейхиссалам? Есть же хадис пророка, алейхиссалам: ман раани фил манами факад раани хакка. Это хадис пророка, алейхиссалам. Тот, кто меня увидит во сне, он меня истинно увидел. Это то есть шайтан облик никогда пророка, алейхиссалам, не может. Другого, если мы увидим, это может быть от шайтана, а когда мы видим пророка, алейхиссалам, это истинно, это пророк, саллаллаху алейхи, это истинный сон. И он говорит: далилом этому является то, что ты каждую ночь ставишь салават 1000 раз пророка, алейхиссалам. Об этом никто не знает. И последнюю ночь ты стал сомневаться в количестве, и ты знаешь, что это количество тоже ты восполнил. Он удивился, говорит, сразу отдал ему: вот 500 динаров, иди заплати твой долг. Он идет к калды этими деньгами, заходит, как только калды видит, как он заходит, встает, обнимает его, обнимает и говорит: я, говорит, из-за тебя увидел ночью пророка, алейхиссалату вассалам, во сне, и пророк, алейхиссалам, мне сказал: если ты за него заплатишь долг, Всевышний Аллах простит твои грехи. Вот держи 500 динаров, выплати твой долг. И в этот момент стучится хозяин этого долга в дверь и открывает, и видит этого человека, идет, обнимает его и говорит: из-за тебя, говорит, я во сне видел пророка, алейхиссалату вассалам. Пророк, алейхиссалам, мне сказал: если ты ради Аллаха простишь ему долг, иншаллах, Всевышний Аллах завтра судный день простит твои грехи. Я ради Аллаха прощаю, говорит. Этот человек, то есть долг тоже простили ему, и добавил еще он деньги тоже получил. Это
из-за бараката вот салавата пророка, алейхиссалату вассалам. Поэтому вот это хасия есть отдельное качество хикма к чтению салавата пророка, алейхиссалату вассалам. Поэтому нам нужно много читать, обычно, особенно в этих местах, где мы находимся рядом с пророком, алейхиссалату вассалам, где похоронен пророк, алейхиссалату вассалам, рядом великие сахабы, Абу Бакр, Умар, рядом и еще много других сахабов. Поэтому это очень святые места, поэтому когда мы здесь находимся, побольше воспользоваться, да.